Сегодня мы хотели поговорить вот из тех заболеваний, которые наиболее часто сейчас поступают, и как бы мы хотели бы предупредить родителей для профилактики вот этих заболеваний. И вот сегодняшнюю тему мы хотели предложить вам ожоги пищевода, химические ожоги пищевода полости рта. Уважаемые родители, это одна из самых тяжелых таких болезней, которые вызваны в результате такого небрежного отношения к химическим препаратам, используемых в бытовой химии, небрежного отношения родителями, и в результате чего дети, остаются эти химические вещества в ненадлежащем или в доступном для детей местах, и дети потом его, не зная, что это является очень опасными веществами, они его проглатывают или пробуют на вкус и получают сильнейшие ожоги. Это очень серьезное заболевание. И в основном вот в бытовой химии используются такие химические препараты, как щелочи или кислоты. Но кислоты в виде уксусной кислоты. И это вот как женщины используют, вот когда заготовки делают. Или там серная, соляная кислота, которую используют отцы, мужчины, которые работают в результате своей работы, или они занимаются там в станциях техобслуживания. И почему-то вот этот препарат, вот эти кислоты, они приносят домой в таких не специализированных, не маркированных бутылочках, и зачастую даже вот от бутылках Кока-Колы, и оставляют дома. И дети его берут, открывают и делают, пробуют его на вкус. Естественно, когда в рот попадает такой неприятного вкуса, дети его проглатывают. И вот когда они его глотают, получают сильнейшие ожоги полости рта, пищевода. Вот. И в дальнейшем вот эти ожоги, особенно щелочи, приводят к тому, что вызывает послеожоговое сужение пищевода, рубцовое сужение пищевода. И дети очень долгое время болеют. И наше лечение, если они вовремя еще поступают, мы как-то сразу начинаем лечение, можно еще как-то уменьшить срок. Ну а в основном, если это второй-третьей степени, необходима, операция, и потом бужирование впоследствии. Операция гастростома накладывается, потому что дети не могут глотать. И в последующем, проводится бужирование. Бужирование – это расширение рубца путем введения специальных бужей. Из этих химических препаратов наиболее опасными являются щелочи, или сейчас женщины используют в быту для очистки казанов. Да, возможно, он легок, натерли казаны или какие-то посуду, которую надо очистить, и все, и они становятся чистыми. Но когда попадает в руки детей, они вызывают вот такие ожоги. Поэтому я хотел, уважаемые родители, вас предупредить: ни в коем случае, если дома вы используете эти бытовой химии растворы, то вы обязательно сразу должны убрать в такое место, где ребенок не сможет его достать. И он должен храниться в такой посуде, которая должна очень сильно закручиваться, чтобы ее ребенок не мог открутить. Если все-таки получает ожог, вы поступаете в больницу, вы должны, и я, когда я обязательно в профессорских обходах, я говорю, чтобы они получили полный курс лечения. А зачастую как бывает? Первые несколько дней, когда мы начинаем лечение, даем обезболивающие и проводим бужирование пищи, ребенок первые дни начинает уже хорошо глотать. И родители забирают ребенка и уходят. А уже потом поступают, когда развивается такая стойкая структура пищевода, сужение пищевода. И тогда уже требуется длительное лечение. Бужирование проводится годами, дорогие родители. Поэтому, пожалуйста, вы это учтите, что ни в коем случае
Обратите на это внимание, что ни в коем случае вот эти препараты, растворы бытовой химии не должны быть доступ к ребенку.